каких-то там 12 или сколько там, 20. Сейчас, друзья, тогда давайте начнем нашу сегодняшнюю акцию, мероприятие. Разрешите представить Никита Васильев, велопутешественник из Чебоксар, из Чувашии. Прошу поприветствовать. Очень приятно. Никита, здесь вот собрались несколько человек, которые наверняка прочли о тебе. Расскажи о себе, расскажи о своем путешествии, расскажи о смыслах, о мотивах, которые тобой движут. Расскажи о том, какие ты испытываешь в дороге ощущения, трудности, радости. Ну, я в общем как бы там, наверняка ребята еще зададут тебе вопросы, но вот на первый вопрос, откуда ты, кто ты, что такое движет? Ну, начну со своей биографии. Мне 22 года. За свои 22 года я уже, наверное, такой бывалый человек. Уже и в армии успел побывать, и 3 раза институт начать закончить. Конечно, начинал 3 раза и ни разу не закончил. Человек, который попробовал дорогу, трассу, если он полюбил ее, он без этого жить никогда не сможет. Я раньше путешествовал автостопом, не велосипед. Велосипед у меня, в принципе, это... говорю, вот в прошлом году первый раз я вокруг Чувашии проехал на велосипеде. Мне понравилось. Это велосипед самый независимый вид путешествия. Самый независимый, больше свободы на велосипеде, чем автостопом. И вот после школы, с 11 класса я поступил в Казань, бросил. Потом как-то такой переломный момент был, я вообще не знал, что делать, чем заниматься. И как-то я наткнулся на фильм один, наверное, знаете, в диких условиях, Into the Wild. Into the Wild, в диких условиях называется. Это про... Это биографичный фильм про одного парня из Америки, который... В общем, посмотрите, вы узнаете. Вот меня этот фильм задел, и я начал готовиться к автостопу первому своему. Купил рюкзак, мне на день рождения подарили деньги. Я купил на эти деньги рюкзак, то есть не стал куда-то их. Я вложил в снаряжение, я всегда вкладываю в снаряжение, потому что кто знает, что там будет. Вложился в снаряжение, потом у меня был первый автостоп, первый и далекий, я сразу в Киев поехал. С Чебоксара, это почти 2000 километров, сразу в Киев. Для новичка, одиночки, тем более, достаточно много. И вот после этого я путешествовал, но потом решил все-таки осесть. И поступил опять в университет, на географ. Я, в принципе, моя специальность вообще, планета Земля. И поступил у себя. Потом меня забрали в армию. В армии, конечно, мне было тяжело, потому что я свободолюбивый человек. А когда тебя никуда не уйдешь, по сути, мне было... Ничего, срок отбыл, как говорится, годик. И вернулся, восстановился, поработал, много еще было. Но все-таки трасса берет свое, она манит. Вот основной... Для меня трасса это какое-то, наверное, мистическое какое-то значение такое. Ты как человек, с ним общаешься как с человеком. Она не прощает ошибок, наверное. С ней надо вести себя уважительно, потому что... Она слышит, да? Она все слышит прекрасно. Это как природа, как опять же карма. Все работает. Если ты ее не уважаешь, она тебя тоже не будет уважать. Не будет тебя слушать. Если ты ее слышишь, уважаешь, она тебя тоже будет уважать. И вот как-то связал узы свои с дорогой. Уже не могу. Многим, наверное, сложно понять просто это, скажут, наверное, сумасшедший какой-нибудь человек. Ничего выдающегося, я считаю, не сделал абсолютно. Я просто познаю. Почему велопутешественники все такие скромные? 4000 километров проехал абсолютной автономки, да?
Да я вообще не знаю, что от меня хотят. Что такого? Нет, мы просто, во-первых, вот лично я благодарен людям, которые являются носителями белой идеи. Вот я в такие далекие путешествия не ездил никогда. Вот в такие далекие никогда не ездил. И мне просто интересно, какие качества есть у человека в личности, да, которые вот сподвигают его на такое свободное, на такой вояж. Потому что для многих оторвать, извините, задницу и выехать за город, это уже проблема. Им обязательно нужен там душ, им нужно интернет, и посидеть там, кровать, диван, телевизор и так далее. Почему тебе это не интересно? Что тебе, вот расскажи, что тебя наслаждает в одиночестве, что тебе, вот какие ты чувства испытываешь в дороге, вот что интересно. Ну, жизнь, она познается контрастами. У меня тоже была такая жизнь, я с компьютером сидел, много времени проводил. Но даже этой же зимой, вот перед отъездом, у меня как такая депрессия была немножко. Я уже знал, что я уеду, я готовился, вот бросил университет. И, как, наверное, в любом человеке, который начинает какое-то свое дело, всегда какие-то сомнения происходят, ты борешься. Это когда ты плывешь по течению, все просто, все за тебя решают. А тут ты решаешь сам, и много сомнений. Вот я думал, зачем я, может, бросил, может, надо было учиться. Слава богу, вот в моей семье, то, что мама, она мне всегда одобряет мой выбор, то есть никогда не борет, вот, ты бросил университет, там, или еще что-то. Одобряет мой выбор, вот, поэтому мне, может, мне, конечно, повезло вот, с роднёй в этом плане. И много сидел с компьютером. Я даже не знаю, вот, что в этом плане сказать. Что тебе нравится, когда ты едешь? Да все нравится. Вот вчерашний подъем, ветер. Вот как не злишься, и вот его преодолеешь. Я вчера говорил, что вот я поставил себе задачу, что ветер ты меня не уделаешь. Я доеду до Ставрополя. Вроде как и заманчиво съехать с дороги, поставить палатку, спокойно лечь спать. Нет. А? Снимите оттуда. Нет, с Венгрии оттуда. С Венгрии. Да, я говорю, я тебя уделаю, ветер, как не дуй, как не сдувай меня, я его все-таки уделал вчера. То есть вот я предполагаю, что ветер ты не уделал. Он просто, вы просто договорились. Вот лучше вот так. Короче, поверь мне. А то ветер такой парень, он может это. Я просто в городе спрятался пока, да, Ну, как выйду, он меня там догонит. Ну лучше, если он будет попутный. Но в этом сете я его уделал, по крайней мере. И вот, ты ставишь себе такие задачи мелкого масштаба. Но вот из этого мелкого масштаба все состоит. И глобальная цель. Ну, во-первых, я пока в силу своего возраста юного, 22 года, это еще не сформировавшаяся личность, я не считаю себя взрослым, но все равно познаю. Тот, кто говорит, что он взрослый и все знает, он как раз таки ничего не знает. Поэтому я еще в этом плане неопытный, наверное. Может, я просто себя принижаю. Ну, не в этом дело. Главное, что я познаю. Я больше слушаю людей, знакомлюсь. Слава Богу, что он мне дает таких людей, сам меня наталкивает. Неважно, в интернете, сами они меня находят на улице. Всегда вот попадаются. Плохие люди, я их не вижу. Мне кажется, что их нет. Они все мимо проходят. Людей, это супер просто. Плохих людей не существует. Понимаете? Я согласен, на 100%. Я тоже так думаю. Вот все говорят, все сидят дома, говорят, вот, не езжай на Кавказ, тебя там зарежут. Да. Я еще не был, конечно, там в Чечне, в Дагестане, но пока. Но я не сомневаюсь, что там гостеприимные люди. Очень гостеприимные. Да. Я говорю, как основная, может, моя задача, вот я веду свой блог, это как донести людям из средней полосы, потому что Кавказ это уже ассоциация у многих Кавказ, Чечня это война. Нет, Кавказ это вот очень такая настоящая Россия. Это неотъемлемая часть России. И все, кто говорят, что это не так,
они не действуют в интересах, они просто не видят, или они какие-то иные цели преследуют, да, как бы. Кроме своего дома, улицы ничего не видит. Да. Просто в нашем информационном пространстве сложилось такое мнение, что Кавказ это война в основном. По крайней мере, у моего поколения, вот как-то 90-х, вот что я маленький смотрел, это война, что-то там кого-то опять убили, какие боевики там бегают, куда-то прячутся. Захваты заложников. Да, такое вот у меня сложилось впечатление. Но я от него уже избавился, но остальных-то оно сидит. И поэтому я хочу донести до наших людей, что все нормально, что я езжу на велосипеде спокойно и никаких прав. Даже если будут проблемы, я не буду обижаться, если кто-то мне что-то там. Да я не будет такого, я даже Не будет, конечно. Я уже, ты на какие-то трудности, на какие-то недоразумения смотришь совсем другими глазами, чем ты дома сидишь. Ты понимаешь, что значит тебе это за что-то аукнулось просто. Если вот тебя сейчас там кто-то докопался или еще что-то, кому ты нужен докопаться до тебя? Все через юмор проходит. Не нужно бычиться, не нужно каким-то хмурым быть. Юмор, он все сглазит. Я, конечно, согласен, что все люди разные, характеры разные. Кому-то то, что, как говорится, для меня хорошо, для другого смерть. Вот даже для меня это бытовая жизнь просто, путешествие. Еда в котелке, гречка. Я вот одной гречкой, по сути, питаюсь, у меня больше ничего нет. Могу себе позволить там колбаски купить, когда денежка есть, да? Вот для меня, я что дома питаюсь гречкой. То есть у меня потребности небольшие абсолютно. Я понимаю, что так проще жить, когда у тебя потребности большие. То есть чем больше у человека потребностей, тем больше у него зависимости ложных, правильно? Естественно. То есть на самом деле что нам надо? Нам ничего не надо. Все просто. Ну, конечно, какие-то минимумы там все равно есть. Но от всего можно отказаться, сила воли нужна просто. Да, мне кажется, и особой силы воли. Вот лично я так думаю, что когда как бы вот человек в дороге, когда ты сводишь, как ты вот сейчас очень точно сформулировал, то есть свои необходимости к минимуму, да, тебе просто становится, во-первых, легче, многого не надо делать, а во-вторых, просто не думаешь о том, что есть какие-то там что-то супер-пупер, есть гречечка, посолил или посахарил, съел и нормально. И ты чувствуешь себя так же, как тот, который съел бутерброд с черной икрой и сидит как бы такой самодовольный. Как бы. Я понял? Ну, как вот по биологии, я все-таки, как и на биолога-географа учился, выживает самый приспособленный. Просто надо уметь ограничить в какой-то период времени свои потребности. Я могу и черную икру покушать, да, если есть возможность. Могу и просто гречкой питаться. Тут все зависит от мотивов. Так это кто угодно так. Да. Но самое главное радоваться тому, что есть сейчас. Вот не париться по тому поводу. Вот есть у тебя хлеба кусок с сыром, и хорошо. Да, радость в мелочах. Да, есть у тебя рядом с тобой друг. Вот все нормально. Не надо париться, не надо думать о том, он там сказал что-то, он что-то не так сделал и так далее. Отпусти все и езжай. И вот тогда все будет хорошо, действительно. Я это тоже на себе Ну испытываю. вот дорога этому учит, как жить. Поэтому вот первое, что я вынесу сегодня. И сегодня, значит, путешествовать нужно обязательно. Любыми Второй- способами. любыми Да, способами. не только велосипед. Второй вопрос, вот лично мой. Сколько ты в день проезжаешь? Вот от чего зависит это? У тебя есть четкий километраж какой-то? Или ты исходишь из того, как ты себя чувствуешь? Вот что, как вот это? Бывает по-разному, да. Вот. Бывают густонаселенные местности, как вот здесь, допустим, в принципе. Вот я предыдущий город Армавир мой был, это 100 километров отсюда. В принципе, меня и там пригласили в гости. Я думал за 2 дня до сюда доехать, но решил за 1, потому что через поля мне показали дорогу, что можно через поля. А если я думал по трассе поеду, то я отдохну. И вот в день в среднем, 80, 90, 100 в этом плане. Ну, рекорд мой 180 вообще километров за день. 180. Хотел до 200 дойти, не успел, просто стемнело уже. Просто все было благоприятное для этого. А так 100, я не напрягаюсь, у меня, говорю, маршрута у меня нет. Я как решил, пригласили там, я поехал туда. Если не пригласили, еду сам. Просто иногда даже надоедает по гостям ездить, просто уже хочется
в гости не часто, конечно, приглашают. Иногда бывает, сам просто напрашиваешься, и хочется цивилизации посмотреть. Дорога все-таки тоже выматывает, хочется ванну принять нормально, пообщаться с людьми. В день, да, в день где-то километров 100. Вчера вот 100 сделал, по-моему. А как ты питаешь? Что ты разводишь костер? Или у тебя именно костер? Все костер, никаких примусов, говорю, все там. Собрал дрова, да? Кирпичи? А там дров не надо. Да нет, какие кирпичи. Просто котелок, он закрытый, 1,5 литра. Ну, жалко, у меня ничего сейчас нет, я вот так разложил, показал. Сколько им? 1,5 литра котелок, просто разжигаешь. Чтобы гречку сварить, там пару веток надо буквально, ничего не надо. Там дров таких, не надо полено жечь. Сейчас, тем более, тепло, потребность только сварить. В костре потребность только сварить. Вот когда была весна, я ездил, вот, да, ты варишь и греешься еще дополнительно. А сейчас пару веток закинул, горит, вскипела гречка. Уже можно, как говорится, выключать, она уже сама набухнет. Я говорю, вообще элементарно. Я даже, у меня тренога была для костра, я ее оставил, потому что она стальные, тяжелые, я ее оставил, просто котелок кладу рядом с огнем. Чай я не пью. Некоторые говорят, что ты пьешь чай, как без чая? Я обычную воду пью, зачем чай? Это лишнее опять. Это одиночное путешествие. Если ты вдвоем едешь, это легче разгрузить. Тебе будет легче. Один везет это, другой это. Один ставит палатку, допустим. Ты костер разводишь, легче вдвоем. А вот ты один, у тебя сил-то особо, ты проехал 100 километров, тебе палатку поставить, все. Уже много дел надо будет сделать, если тебе еще чай. Чай. То есть особо и в этом смысле не всегда. Вообще. Вот чай есть. Я его напью сейчас столько, что мне его хватит. Надолго. Поэтому я вот пропагандирую все. Простота вообще. У кого-то там по счет велосипедов там заморачиваться нужно, не знаю, там штук 30 спиц, еще что-то возить. Я не знаю. Это на Марс, если улетаешь, может 30 штук спиц нужно. А так никаких проблем. Ну, конечно, вообще отношение к велосипеду, это, конечно, как одушевленный предмет, это твой напарник, в первую очередь. Я люблю его, если не могу сказать, что я свой велосипед люблю сильно. Я удивляюсь, как он выдерживает иногда. Ухаживать, тоже элементарно все, ничего сложного. Просто расходные материалы. Меняешь раз там 7-8 тысяч километров. На этих я уже отъехал где-то 2,5. И все элементарно. А у тебя вот с собой теплые вещи или как? Вот ты спишь Да. на каремате, в смысле спальник? Спальник, коврик, все. И палатка. Палатка, спальник, все просто. Но зимние вещи я с собой вожу, основной вот объем у меня зимние вещи занимает. Потому что я выезжал, было у нас еще снег там лежал, 9 апреля я выехал. Первая моя точка Саранск была, Мордовия. Я через Нижегород. Я вот опубликую, надо сделать маршрут свой. Я просто, у меня руки не доходят. Вот первый мой маршрут был через Нижегородскую область. Ну, если кто знает вообще по Волжье как. Получается, через Нижегородскую в Саранск, в Мордовию. Потом в Ульяновск, потом с Ульяновска опять на Мордовию, на Саранск. Потом на Пенза, Саратов, Волгоград. С Волгограда на Крым поехал. Через Ростов. На Крым? Да. В Крыму был, да? Потом в Крыму, да, я там отдохнул тут немножко от дороги. У меня просто там, у меня девушка с Крыма. Вот, я как немножко отдохнул. И вот буквально стартанул в конце августа по Черноморскому побережью. Я доехал до Туапсе, через Новороссийск, Новороссийский был. И через Шумянский перевал уже на Майкоп, из Майкопа. Мне понравилось Шумянский перевал, не асфальтированный, вообще здорово. Только пыли там очень много. Не пыли, там известняк вообще. Особенно машина мимо проедет, и ты такой белый. Там же как наш Андрей Петровский, такой сейчас разноцветный, да, а то белый. ну что такой же был почти. Да, все вот белое было. Потом я чихал, правда, очень. Какая-то как аллергическая реакция какая-то была. Чихал. Ну вот в Майкопе, в Адыгее был. Пожил.
понравилось тоже. Такие, у вас вот южные города вот мне нравятся, Краснодарские. Я не ожидал, от Армавира не ожидал такого, что... Я думал, как все-таки считается как русский край, да? Я просто сравниваю, наверное, с Нижегородской областью. Вот наши области, они заброшены. Ну, я как говорил уже, национальный состав много решает. Наши чувашские деревни, русские деревни, они сильно отличаются тогда. Русских деревень очень много заброшенных. Ну, даже сравнить с чувашскими деревнями. Чувашские деревни тяжело найти заброшенный дом. Никита, да, вот который? Да. Который вот откуда куда? О, это тяжело. Откуда из Чувашии? А откуда они? Еще Да. Садись, Алекс, подпей. Я пофотографирую. Ну, в идеале, пока я хочу год в дороге быть. А там посмотрим. А после года я уже остановиться не смогу, наверное. Я уже образ жизни мой стал. И без денег не надо. Ну, деньги вот, кто, как бывает, подкидывают, дают. Ну, как совсем денег, я их не трачу. Вот у меня даже есть деньги, я вот на покушать я их не трачу. Я куплю гречки также. Я шиковать не буду, даже если у меня будут деньги. Ну, на автономке телефон заряжать. Я заезжаю, как и с водой. Заезжаю в деревню, прошу людей, дом. То есть относительно автономка. Солнечной батареи у меня нет. Стараюсь поменьше заходить, зайти, не сидеть там, а чисто выложить фотки и написать что-нибудь. А связь недорого, это ж роуминги. А там по России МТС тариф 150 рублей в месяц по всей России. Нормально, слава богу, такие. Вообще, да. И Wi-Fi никакого не надо. Но у меня вот Wi-Fi нет в телефоне, вот если за границей, это будет неудобно. То есть симки надо будет покупать какие-то. Либо в гостях у кого-то. Так что телефон с Wi-Fi по-любому нужен. А не слышал такое велоавтостоп? У меня был он. Да? Я так 500 километров проехал. А за раз? А? За один раз? За один раз, да. Это остановился КамАЗист. Это в Волгоградской области было, я ехал. Бах остановился, говорит, что, говорит, не тяжело? Я говорю, да нормально. Что, говорит, давай со мной, говорит, засыпаю. Я вначале подумал, ну нечестно все равно, как неохота, самому охота. Я говорю, да ладно, ну просто как раз туда, куда мне надо, до порта Кавказа, до их переправы Керченской, довез почти туда. 500 километров с ним проехал. Бывает, но сам я не стоплю. Не стоит. Только если кто-то сам остановится. Но редко такое бывает, конечно. Но 2 раза у меня было. Один раз 30 километров, а другой вот почти 500. Так что если мой путь, уже почти 5 получается. Если с учетом автостопа. Ну, Ты его не считаешь? но своим нет, конечно, своим ходом. Что там на велокомпьютере написано, я потому и сижу просто. Я говорю, даже если мне кто-то начнет помогать, спонсоры появятся, у меня на душе по-другому совсем будет. То есть какая-то обязанность на тебе будет лежать, уже груз какой-то. Я поэтому не очень жду, чтобы спонсоры... Приятно, классно было бы, но... Твой главный спонсор. Да, это точно, там главный спонсор. Вот тут, в принципе, вся моя аптечка, велоаптечка. Вот. Шестигранники, набор, ремнабор, клей здесь. Клей, вот масло, наверное. Обычное, в принципе, брал. Цепь не чистишь, просто губкой смазываешь, да? Да, губкой протираю его и этой. Снаружи. Да, и вот этой чищу. Я пробовал в дороге вот спреями, что-то мне не очень. Она классная, что она не прилипает мне ничего, когда спреем делаешь. Масло, оно прилипает, но я раньше вообще обычным маслом смазывал машину, а потом вот такой взял, оно... Это лучше, конечно. Оно лучше, чем машина. Ну, дешевое, конечно, но ничего. Не липнет, грязь, она подсыхает. Да, и все просто тут. Часто прокалываешься? Вот в последнее время, да, у меня вот стерта вот задняя была на нас. Швальбы хорошие должны быть. Поменял местами, да. Ну и она сколько уж, 10 тысяч, наверное, ездила. 10, 11. Ничего не
жалуюсь. Но проколов в последнее время, да, чуть больше. А пульсометр зачем? Ну, иногда просто. Может, ты с датчиками едешь, да? Нет, датчики я редко надеваю. Ну, просто как часы использую. Ну, вот тут вот мой километраж. Не обнуленный, ничего. 4, сколько? 4, 103. Все.